Всем здравствуйте, я Мария Мороз. Сейчас я возглавляю фонд «Страна для жизни», инициированный Сергеем Тихановским, который помогает людям, помогает в основном нашим активистам и волонтерам. Во время предвыборной кампании я была руководителем штаба. Конечно, руководителем штаба являлся Сергей Тихановский, но после его задержания нужно было кому-то возглавить этот пост, так сказать. Ну, это как бы и не пост, это тяжелая, кропотливая работа, которую нужно было кому-то делать, и я взяла этот удар на себя. Что со мной случилось? Ну, так как я была руководителем штаба Светланы Тихановской, то было понятно, что это когда-то произойдет, что когда-то будет задержание, какие-то допросы. Первый раз меня задерживал ГУПОПИК, был допрос, и была я предупреждена об ответственности, о том, что я буду сидеть долго вместе со Светланой Тихановской. А второй раз меня задержали 8 августа, и я была в ИВС сначала на Окрестина, потом в ИВС Минского района, потом был суд, а потом нас выдворили на территорию Литвы вместе со Светланой Тихановской. Было ли мне страшно? Было страшно тогда очень сильно, когда мне сказали во время суда, после суда, вот на перерыве, мой адвокат подошел и сказал, что, скорее всего, ты пойдешь по уголовной статье и готовься на долгое. Это было страшно. И второй момент тогда, когда я должна была, когда мы уже выезжали на территорию Литвы, перед этим я встретилась со своей сестрой, она мне привезла моих детей, я должна была посадить их в машину, и мне казалось, на самом деле я видела такой сон незадолго до этого, что наша машина взрывается, и мне было очень страшно садить моих детей в эту машину. Это самый страшный момент вообще за всю эту кампанию. Почему я поделиться решила своей историей? Очень сложно рассказывать свою историю, особенно когда есть какие-то страхи, которые ты пережила. Очень сложно это кому-то рассказывать, но на самом деле после того, как ты рассказываешь, тебе становится немножко легче, и ты как бы переживаешь это заново, но потом становится намного легче эмоционально. Поэтому я говорю всегда всем, что нужно рассказывать, нужно переживать эти эмоции и отпускать их. Это как раз-таки одна из причин, и самая важная причина, почему я считаю, что женщины, которые сталкиваются с трудностями, с такими переживаниями, с такими репрессиями, должны рассказывать свои истории, потому что как раз-таки после того, как рассказываешь, становится намного легче, и, возможно, какая-то другая женщина или девушка, посмотрев ваш рассказ, переживет это вместе с вами, и этот страх тоже у нее уйдет, ей станет легче.